Следовательно, их аргументация неубедительна. Я не верю в Бога. Друзья, тема абортов является неизменным камнем преткновения для многих людей. Сторонники абортов выставляют защитников жизни, пролайферов, как сектантов, которые руководствуются исключительно религиозными, а значит иррациональными аргументами для обоснования своей позиции. Но так ли это? А как по правде? Можно понять тех, кто стремится к гражданским свободам в нашем постсоветском обществе. Я и сам такой человек. Однако часто наши отечественные сторонники демократии берут почему-то оптом весь пакет либеральных взглядов своих западных коллег. А ведь стоило бы критически взглянуть на многие моменты их мировоззрения. Это касается ЛГБТ-пропаганды и гендер-идеологии, а также такого тяжелого вопроса, как отношение к абортам, что весьма актуально всегда, а особенно теперь, когда происходят массовые митинги в Варшаве. Сегодня говорим только про аборты. Итак, я уже отметил, что сторонники абортов часто используют одну ложную посылку против тех, кто стоит на позиции защиты нерожденной жизни. Они говорят, у сторонников абортов всего лишь религиозные аргументы. Я не верю в Бога. Следовательно, их аргументация неубедительна. Однако же это не так. И сегодня я хочу озвучить вам 3 аргумента исключительно с материалистической позиции. Обоснование первое, юридическое. Давайте будем исходить из утверждения, что человеческий эмбрион еще не человек, но лишь со временем может стать человеком. Исходя из абсолютной ценности человеческой жизни, общество, государство должно охранять жизнь эмбриона, которая при всех нормальных условиях станет человеческой жизнью. И в этой опеке потенциального человека нет ничего удивительного или нового. Ведь государство охраняет же имущественные права, которых актуально нет еще нерожденного. Но они, права, актуализируются, когда родившемуся исполнится 18 лет. Таким образом, если в опеке имущественного права нерожденного нет ничего удивительного, то тем более у нас не должно вызывать удивление право на жизнь потенциального человека. Вот как-то так. Обоснование второе, логическое. Будем исходить из нейтрального суждения, которое утверждает, что нам неизвестно, является ли эмбрион человеком. Думаю, что немного найдется тех, кто будет утверждать, будто может доказать, что эмбрион человеком не является. Итак, мы не знаем, является ли эмбрион человеком. В таком случае логично защищать жизнь эмбриона и подождать, и посмотреть, что из него разовьется. Потому как если эмбрион не человек, а его жизнь защитили, то убийство человека не произошло. А если эмбрион все же оказался человеком, а его жизнь не защитили, то произошло убийство человека. Обоснование третье, генетическое. Если у некого существа, а эмбрион, несомненно, является неким существом, индивидуальная ДНК человека, значит, это человек. А раз он человек, то имеет абсолютное право на жизнь. Заметьте, друзья, что все 3 обоснования не имеют отсылки ни к религии, ни к эзотерике, ни к чему-либо, что принято считать ненаучным, мракобесным и иррациональным. Если вы согласны с этими обоснованиями, ставьте палец вверх. Если нет, то пишите коммент, но помните, что тема-то деликатная,
и требует взаимоуважения. Меня зовут отец Андрей Буйнич, и подписывайтесь, конечно же, на мой канал.